Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Финансовые работники республики в эти дни собрались в Якутске на семинар-совещании под названием «Эффективное управление общественными финансами». О новациях в финансовой сфере своим опытом делятся приглашенные эксперты. С одним из них мы поговорим сегодня о цифровизации экономики. У нас в гостях заместитель генерального директора компании Key-Systems Сергей Сергеев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. В последнее время, даже несколько лет, очень много говорят о цифровизации экономики и о том, что мы уже вступили на этот путь и развиваемся семимильными шагами. Но все-таки, на ваш взгляд, для чего это нужно? Для чего нужна цифровизация экономики? Цифровизация экономики для России – это прежде всего фактор лидерства в глобальной конкуренции. То есть современная экономика без цифровизации в принципе не может существовать. Если мы говорим, что Россия в чем-то отстает, то именно в этой сфере мы можем совершить достаточно серьезный рывок. То есть на данный момент есть к чему стремиться прям ого-го. Конечно. Есть сегодня технологии, в которых мы не только не отстаем, мы, собственно, находимся на передовой. Например? Например, в сфере электронных документов, применения электронных подписей Россия находится в лидерах на мировой арене. И, собственно, это не единственная технология, где мы можем вырваться в лидер. В любой сфере, в том числе и в цифровизации, в цифровой экономике, наверняка есть подводные камни и какие все-таки болезненные этапы нам еще придется пережить в ближайшем будущем. Вы знаете, я бы здесь сказал, что основным, наверное, болезненным фактором является то, что бизнес должен трансформироваться. То есть нужно менять культуру, нужно менять методы управления. То есть иногда даже не зная, что идет вперед, мы меняем управление, чтобы получить эффективность, или мы меняем сначала какие-то технологии управления данными, как сегодня говорят, вводим новые должности и уже под эту всю структуру, соответственно, меняем уже потом структуру управления. То есть все это сделать достаточно непросто. И в последнее время не секрет, что очень много вопросов возникает о нормативно-правовой базе всех тех цифровых изменений, которые происходят у нас в стране, в обществе и в экономике. Нет ли опасений, что все-таки искусственный интеллект займет место человека, или все-таки человек останется ключевым и будет принимать решения, что и как должно функционировать? Я бы сказал так, если сегодня посмотреть на рынок труда, то у нас наблюдается колоссальный дефицит специалистов в области, например, программирования, работы с данными, той же самой цифровой трансформации. И на рынке труда этот дефицит, он не спадет еще в ближайшие, наверное, 10-15 лет. То есть в связи с появлением цифровой экономики, наоборот, формируются новые рабочие места. И, конечно же, то, что неквалифицированный персонал будет заменяться более квалифицированным, это очевидно, но нельзя сказать, что, например, нас полностью заменит искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он не дотянется до каких-то творческих сфер и для сфер, где нужно управлять знаниями. Есть ли какие-то федеральные проекты, которые затрагивают этот аспект экономики, именно цифровизацию? На самом деле, да. Я бы сказал, что среди направлений развития цифровой экономики федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», он, пожалуй, наверное, самый важный. И здесь этот проект должен затрагивать не только узких специалистов, не только программистов, не только аналитиков, он должен затрагивать вообще все население, потому что все должны понимать, как с этими новыми технологиями работать и жить. С развитием цифровизации на первое место в последнее время стал выходить вопрос информационной безопасности, особенно в свете последних событий, когда произошла очень масштабная утечка данных владельцев банковских карт Сбербанка. Как в этой ситуации строить свою работу и как обезопасить прежде всего людей от того, что они могут столкнуться с кражей их персональных данных или с целенаправленным каким-то хищением, может быть? Вы знаете, на самом деле так и есть. В связи с развитием цифровых технологий одновременно процветает киберпреступление. То есть количество киберпреступлений, оно с каждым годом, к сожалению, растет. Растет мошенничество, вымогательство в киберсфере. И здесь, наверное, самые главные факторы – это все то же самое, работа с людьми. Прежде всего нужно объяснить детям, сотрудникам о том, как работать с информацией, каким образом осуществлять цифровую гигиену, то есть профилактику своих действий, следить за своими действиями и выполнять элементарные средства защиты. А в вопросах, например, национальной безопасности есть такой аспект, как защита критической инфраструктуры. Здесь должны работать специализированные организации и выполнять очень серьезные проекты по защите. Как вы знаете, в сфере кибербезопасности Россия, она находится на первых ролях. Если почитать новости, послушать, то получается, что мы и наши хакеры, собственно, управляют миром и назначают президентов других государств.
Собственно, поэтому я считаю, что в этой сфере мы можем реально эту защиту обеспечивать. Ну, точно, на ваш взгляд, проблема нехватки кадров именно работающих в сфере кибербезопасности у нас остро сейчас в стране не стоит, или все-таки нужно подтянуться в каких-то местах? Я думаю, что по кибербезопасности нам тоже есть куда стремиться, и прежде всего нам нужны специалисты, которые бы занимались достаточно узкими и специфичными вопросами, такими как, например, вопросы защиты от глобальных киберугроз. Вот таких специалистов, наверное, не хватает. И в целом нужно в общем повышать культуру и уровень, так скажем, осведомленности, и в этой сфере тоже нужны специалисты. Ну, помимо специалистов, которые обеспечивают безопасность, есть специалисты, которые эту безопасность обходят и, соответственно, совершают все те преступления, о которых мы регулярно читаем из средств массовой информации. Как вы считаете, в принципе, работа вот с борьбой с хакерами выстроена на должном уровне, или все-таки они где-то на шаг, на полшага впереди находятся? Ну, вы знаете, как обычно здесь бывает щит и меч, и, собственно, и средства нападения развиваются, и средства защиты тоже развиваются. Наши технологические компании, которые представлены на российском рынке и созданы в Российской Федерации, они занимают очень серьезное положение на рынке соответствующих услуг. И, собственно, я не скажу, что мы здесь в чем-то отстаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы таких специалистов было больше и таких компаний было больше. Ну, если вернуться к рынку труда, то не думаете ли вы, что вот эта повальная, тотальная, скажем так, цифровизация и замена машинами людей может привести к очень большой и серьезной проблеме, как безработица? Потому что вот недавно прошла информация, что, по-моему, казначейство планирует заменить вообще полностью весь бухгалтерский состав государственной службы на единую информационную систему, централизованную, которая будет все это считать, высчитывать и распространять. Соответственно, сотни, тысячи бухгалтеров рискуют остаться без работы. И в других сферах, в принципе, ситуация складывается такая же, что постепенно какие-то функции начинает дублировать машина. Люди остаются без работы. Армия растет. Как с этим быть? Где золотая середина? Вы знаете, я считаю, что этот процесс будет идти эволюционно. То есть одномоментно люди не будут, так скажем, заменяться на какие-то средства автоматизации или на искусственный интеллект. И постепенно будет происходить замена одних специалистов на другие. Есть специализированный доклад по этому поводу, который готовил, в частности, Сбербанк России с Boston Consulting Group, где говорится о том, что будут востребованы специалисты в области работы со знаниями. То есть те, кто вообще эти знания накапливает, обладает соответствующими навыками, адаптивности, применением интеллекта для аналитических возможностей. И поэтому я просто рекомендую и своих детей направлять учиться на эти специальности, и потихоньку самим получать соответствующую новую информацию. Тогда, собственно, мы с вами все будем востребованы, потому что на самом деле творческие задачи и задачи принятия сложных, серьезных решений у человека машина сегодня забрать не может. Ну, еще один очень важный аспект, который, ну, наверное, в ближайшем будущем все-таки серьезно войдет в нашу жизнь, это цифровые финансовые активы, которыми сейчас, в принципе, уже на уровне там, государства и крупных госкорпораций пользуются. Вот недавно я читал о том, что планируется проект по цифровизации хранения и торговли зерном, где даже на большие партии будут выдаваться специальные токены, чтобы не было там, ну, условно говоря, хищений и неправомерной продажи. Что касается рядовых людей, можем ли мы ожидать то, что цифровые финансы войдут плотно и в нашу жизнь, ну, грубо говоря, кибервалютой мы начнем получать свои зарплаты? Вы знаете, я скажу, что мы узнаем об этом с вами в самое ближайшее время. Во-первых, появились изменения в Гражданском кодексе, которые вступили в силу буквально с 1 октября. И там появился как раз термин «цифровые финансовые активы». Такой очень интересный термин, и юридическая практика покажет, как можно соответствующими новыми нормами пользоваться. Более того, ожидаются новые изменения в законодательстве, и то, о чем вы говорите, станет действительно возможным. Более того, с следующего года, с марта следующего года, будет осуществляться эксперимент по выдаче электронных паспортов. И электронный паспорт станет одним из возможных, так скажем, технических оснований для того, чтобы вы могли пользоваться цифровыми финансовыми активами. Ну, вот вы упомянули об изменениях в законодательстве. Что стоит ожидать в будущем от этих нововведений, в частности в IT-индустрии, которые могут повлиять на цифровую экономику и цифровизацию всей страны?
Вообще считается, что нормативная база, это вот достаточно обоснованно считается, что нормативная база должна подстегивать развитие цифровизации. И на самом деле она сегодня, наоборот, не подстегивает, а сдерживает. Поэтому в ближайшее время следует ожидать появления таких изменений в законодательстве, как, например, электронная подпись, заново будет переделан федеральный документ. А далее краундфандинг, то есть это инвестиции в электронном виде. Будет развиваться нормативная база по так называемой единой цифровой среде доверия. Потому что на самом деле электронные документы есть, но ни в мире, ни в России, пожалуй, мы до конца не знаем, как эти документы хотя бы даже хранить через 20-30 лет. Обычный архив он хранит, бумажку можно посмотреть. А что будет с цифровым документом через хотя бы 15 лет? Ну, если говорить о том совещании, которое проходит сейчас у нас в городе, какие интересные вопросы поднимаются, какие интересные мысли вы услышали и какие интересные решения вы, может быть, уже донесли до участников семинара? Я бы сказал так, что в сфере финансов, как нигде, ни в какой другой сфере, цифровизация имеет важнейшее значение, потому что скорость осуществления финансовой транзакции – это скорость работы экономики в целом. И все нововведения, которые сегодня продвигает Минфин России и Федеральное казначейство, они в целом, наверное, ориентированы на то, чтобы все процессы ускорить, сделать их цифровыми и собирать информацию, в том числе для того, чтобы информировать граждан, информировать юридические лица, предоставлять данные в открытом доступе для того, чтобы реализовывать какие-то свои, в том числе коммерческие проекты. Вот на все это сегодня ориентировано развитие и так называемых цифровых финансов. И все это позволит нам с вами увидеть более прозрачную, более разумную систему, потому что греха таить, основные претензии населения именно с точки зрения разумности трат государства. И если все будет прозрачно, всем будет все понятно. В том числе очень интересный момент связан, например, с инициативным бюджетированием, когда граждане могут участвовать в бюджетном процессе и сами определять, куда потратить деньги государства. Сергей Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о цифровизации экономики. Мы говорили сегодня с нашим гостем, заместителем генерального директора компании K-Systems Сергеем Сергеевым. До встречи в эфире.